В лекционном зале Ингушского государственного университета религиозные деятели, кураторы и активные студенты. Это своеобразная передовая борьбы за умы подрастающего поколения. Спикеры обращаются к аудитории на понятном ей языке. Находясь здесь, в России, и живя в светской стране, альхамдулилля, у нас больше свободы для религии. Для того, чтобы мы намаз делали, для того, чтобы мы изучали ильм, для того, чтобы мы совершали хадж, умра, выплачивали закат или пост держать. Ингушские богословы затрагивают одну из самых болезненных тем – террористические акты. Донося до молодежи всю тяжесть этого преступления, они говорят на языке веры. Убийство невинного человека – один из самых больших грехов в исламе, который не имеет никакого оправдания. У каждого мусульманина конституция, то есть главный закон, по которому он должен жить, это Коран. И Аллах Всевышний в Коране говорит: «Вама яктуль му'минан мутааммидан фаджазауху джаханнам». Тот, кто убьет верующего преднамеренно, то есть понимая, что он делает, то его воздаянием будет ад. Ва гадиб Аллаху алейхи, ва ла'анаху. Аллах рассердился на него, Аллах проклял его, ва а'адда лаху азабан азима, и приготовил ему великое наказание. Основная цель семинара – вооружить молодежь практическими знаниями, как распознать первые тревожные сигналы и не стать мишенью для профессиональных вербовщиков. Нам рассказали о том, как разные имамы призывают нас к экстремизму, допустим, к терроризму, тем самым вводя молодежь не на тот путь, который должен быть. Чтобы были междоусобицы между людьми и не было каких-то там любви между народами. Семинар проходит в рамках Всероссийской научно-практической конференции. Она посвящена роли религиозных деятелей в борьбе с радикальной идеологией и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Несмотря на национальность, несмотря на вероисповедание, чтобы мы, человек, как Аллах в Коране говорит, бисмилля рахман рахим, вакулу линнаси хусна. Нас, слово, это человек. Вот этот человека мы, чтобы уважали и доброжелательно мы ко всем относились. Вот эта ценность сегодня нам необходима. Самым сильным аргументом для многих стала живая история. После выступлений студентам показывают документальный фильм «Путь к миру», где настоящие жертвы вербовки рассказывают свои истории. Они говорят о том, как попали в преступную идеологию и к каким последствиям это привело. Стал много времени проводить в соцсетях. Закачивал картинки, комментировал чужие посты. Осужден по статье 205 УК РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма в интернете. Такой честный и откровенный разговор без сомнения заронил в умы молодых людей иммунитет к радикальным призывам. Безопасность молодого поколения – это диалог, правда и личный пример. И в Ингушетии этой работе уделяют первостепенное значение. Хадиджа Ивлоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.